Подписание Переяславского договора в 1654 году изменило равновесие сил в Восточной Европе и подтолкнуло Крымское ханство на сближение с Речью Посполитой. Поляки тоже опасались усиления России, поэтому переговоры с крымскими татарами завершились пактом о дружбе, ненападении и взаимопомощи Крыма и Польши. В связи со смертью Ислам-Гирея договор подписал его преемник Мехмед-Гирей IV, который стал новым ханом. Какова дальнейшая судьба Крымского ханства? Кто будет его союзником в борьбе за независимость? С вами Андрей Саминин. Это программа об истории крымских татар. Договор, заключенный между Крымским ханством и Польшей, был выгоден крымским татарам. Они получили союзника, но еще выгоднее он был для ослабевшей Польши. Началась естественная реакция на резкую перемену равновесия польских и московских сил. Теперь русским пришлось отменить уже готовые планы массированного вторжения в Малую Польшу и Литву. А царь, амбициям которого был нанесен столь чувствительный удар, ужесточает свою крымскую политику. Мирное отношение с ханством было решено сменить новой агрессией. Соавтором этого плана стал и Богдан Хмельницкий. После ряда заседаний с польскими дьяками в марте 1655 года гетман был принят и понят московскими боярами. Началось собирание войска из калмыков, донских казаков, русских солдат, конных стрельцов, а также служивых людей и создание боеспособных отрядов для похода на Крым. Хмельницкий посылал в поход 2 казацких полка. Слухи об этих планах быстро достигли Бахчисарая. Мехмед-Гирей до этого пытался продолжать дружественную гетьманщине политику своего предшественника. Но правильно оценив ее приготовление как реальную угрозу всему ханству, не только стянул к перекопу воинов из ногайских орд, но и привлек к делу отряды своих черкесских и кабардинских подданных. В устье Днепра началось спешное возведение 2 крепостей, чтобы не выпустить в море запорожские чайки. Запереть устье Дона готовился турецкий гарнизон. Вторжение не последовало из-за чумы, которая поразила Астрахань и Украину, но минуло Крымское ханство. В начале июля 1655 года несколько десятков чаек и стругов с более чем 2000 запорожских и донских казаков на борту прорвалось в Азовское, а затем и в Черное море. Началась резня мирного населения и ограбление деревень на Азовском и Черноморском побережьях полуострова. Ханская армия не могла покинуть Перекоп, опасаясь главного вторжения оттуда, а посылаемые Мехмедом на побережье мелкие отряды не могли надежно защитить десятки сел, расположенные на нескольких сотнях километров побережья. Кефе и Керчь выдержали казацкую осаду, но пали Тамань и Судак. Последствия были ужасными. Прибрежные поселения опустошались полностью. Местные жители уходили в горы и забирали с собой скот, опасаясь появления казацких чаек. Но даже оставленные крымско-татарским населением села разорялись до сентября включительно, пока осенние шторма не прекратили это всенародное бедствие. Хан решил взять реванш за насилие и убийство того лета. Наиболее удобным местом был бы удар по русско-украинской армии, которая блокировала Львов. Она оказалась бы между 2 огней. Неожиданно появившись в октябре того же года со стороны Акермана и Драгобыча, крымское войско яростно ударило осаждавших с тыла. После этого воспрянули духом и осажденные поляки. Другие крымские отряды пошли на Киев, Ингул,
Белую Церковь и Камень. Всего в этой кампании участвовало около 100 тысяч крымских и ногайских воинов. За летнее разорение и пожары в Крыму ханское войско расплачивалось крупной монетой. Они не щадили даже те московские и казацкие отряды, которые старались избегать столкновений, возвращаясь после осады Львова домой. Под Заложицами крымскими татарами были отбиты телеги, которые оказались украинско-московским обозом. Для увеличения подвижности армии гетман и его московские коллеги решили отправить общий обоз в тыл действующей армии. Кроме обоза, в плен попал и отряд русского главнокомандующего Ивана Бутурлина. Захваченный обоз под надежной охраной медленно двинулся к Перекопу, а хан с основным войском настиг противника у одной из переправ на пути к Тарнополю, близ деревни Озерной. Здесь, воспользовавшись тем, что войско противника находится по разные стороны водной преграды, крымско-татарская конница ударила одновременно с нескольких сторон. Бой длился чуть ли не сутки. В нем был смертельно ранен главнокомандующий русской армии. Хан получил предложение о кратком перемирии и согласился отвести своих конников, разменявшись пленными. Этот бой гарантировал спокойный уход в Молдавию и Очаков, ведь теперь никто не будет преследовать утраченный обоз и пытаться нанести удар в спину. На следующий год, надеясь на хотя бы краткое соблюдение противником условий перемирия, Мехмед Гирей IV не стал посылать войска за Перекоп. Вместо этого он предпринял некоторые дипломатические шаги. Хан отправил своего посланника в Кенигсберг, к курфюрсту Бранденбурга Фридриху Вильгельму, с целью привлечь того на сторону Польши. А еще одного посланника в Австрию, к императору Фридриху III. Первая попытка оказалась тщетной, но вторая удалась. Слава о боевых качествах ханского войска облетела всю Европу, и в 1656 году Польско-Крымско-Австрийский союз был заключен. Мехмед Гирей IV стоял перед сложным выбором: довериться новому гетману и оказать помощь, или отказать ему и пойти на союз с Москвой. Одно решение могло изменить текущее положение Крымского ханства.